Приобрели в этом доме трехкомнатную квартиру, продали свою квартиру и вложили еще материнский капитал. Многодетная семья, дети уже старшие студентами стали, младшая скоро пойдет в 1 класс. Прописки нет, в какую школу идти не знаем, временно прописываемся у своих знакомых. В общем, ситуация катастрофичная, потому что детям заниматься негде. Съемное жилье, много денег уходит на съем и оплату еще коммунальных, и ипотека. В общем, жить нам негде. Строймонтаж, я не верю, что он может достроить. Слишком много долгов. А это правительство что нам обещает? Правительство нам обещает, что будет банкротство, и потом, возможно, передадут в фонд обманутых дольщиков на достройку. Что вы верите, что банкротство пройдет быстро? Я уже не знаю, чему верить. 3 года ждем. Нам уже нет вариантов. Просто ждем. Если не будет реакции на митинг, на вот это вот, не на митинг, на вот это вот обращение, ваши дальнейшие действия? Ну, митинговать дальше, привлекать внимание к себе, то есть каждую субботу, к нашей проблеме. Каждую субботу приходить сюда. И выступать. И выступать. Вы сейчас в данное время к кому обращаетесь? К правительству. Ну я уже кому-нибудь, кто нас увидит и кто услышит, кто нам поможет. Но главное, конечно, к правительству обращение, потому что одна надежда уже на правительство. Строймонтаж вообще бездействует. То есть вы надеетесь на правительство? Ну, надежда умирает последней. Надо надеяться и верить. Даже в чудо. Ну да, то есть вы Путину верите? Продолжайте. Когда-то ему тоже надоест. Но нашему правительству нет уже, да? Нашему правительству, может быть, и не надоест, а ему, может, и надоест. Почему же бывает такое, что один там зазвонился, хочу там, ребенку костыли не дают, раз костыли тут же привезли или коляску. То есть у нас... Верить в чудо нам больше не во что верить. На фоне чего?